Салют, друзья! Я Изиля. Я Вадим. И вместе мы на самом крутом молодежном образовательном форуме. Привет, Уфа-форум! Уфа-форум – новая молодежная образовательная площадка. Привет, Уфа-форум. Хаума Уфа-форум. Или, как мы его еще называем, не сабантуй. Почему не сабантуй, Изиля? Потому что здесь ты не услышишь песен, плясок, а будешь усердно учиться перенимать опыт спикеров. Уфа-форум, удачи! Добрый день, Уфа-форум! Welcome to Уфа-форум! Если для тебя важными ценностями являются практические знания, качественное современное образование и непрерывное развитие, то тебе сюда. Для меня в первую очередь, что самое главное, здесь найти единомышленников, такую же активную молодежь, которой не все равно, которые живут в глубинках в своих сельских районах, оторваны, так сказать, от центра. Мы тоже хотим развиваться, мы тоже хотим, чтобы молодежь у нас была конкурентоспособная. Чего вы не хотите услышать на Уфа-форуме? Наверное, тему вот этого национального вопроса, потому что постоянно все почему-то собрания молодежи, именно башкирской молодежи, превращают, вот они национальный вопрос поднимают. Ну, на самом деле нет, у меня есть много русских друзей, которые спокойно на «привет им салям» они мне отвечают, да. Мы не различаем людей по конфессиональной, да, там, вере какой-то, вот эту вещь я бы здесь не хотел услышать. На самом деле мы просто активный такой человеческий капитал, актив, который хочет принести пользу своей республике. Я считаю, что Уфа-форум – это довольно-таки очень полезная и нужная площадка для молодежи. Но мне, в частности, интересна, наверное, бизнес-тематика. Марьям, как ты думаешь, получишь ли ты те знания, за которыми ты сюда пришла? Ну, думаю, что получу. Надеюсь, я думаю, что все-таки не зря прогуливаю пары здесь. Цель Уфа-форум – формирование в республике бизнес-сообщества нового типа. Уфа-форум – место для развития стартапов. И стать участником может каждый. Вне зависимости от места проживания, национальности и возраста. Все встречи с молодежью – это, конечно, во-первых, новый заряд какой-то бодрости, особенно если это активная молодежь, молодежь, которая, скажем, такая требовательная, интересная. Ну, у нас такой молодежи хватает. Любой форум, конечно, для нас это молодежное мероприятие, которое нужно поддерживать. Главное, чтобы это шло, скажем, молодежь сама была заинтересована в этом мероприятии. Если они нужны, они становятся уже из года в год повторяются, и из года в год становятся более качественные, интересные и действительно приносят пользу общения. Интересно, сколько дней и ночей не спали организаторы? Наверное, как в сказке, 3 дня и 3 ночи. Нет, судя по размаху, 3 года и 3 месяца. Заинтересованность в этих проблемах, в этих тематиках, вообще в Уфа-форуме была настолько, что мы даже сами не ожидали. То есть ажиотаж во многом был обусловлен интересом самой молодежи. Это, оказывается, очень большой спрос имеет именно проведение такого форума. Уфа-форум был нужен нашей молодежи. Мы знаем, что в августе месяце была репетиция, а сейчас вот Уфа-форум удался. На самом деле, когда мы хотели в первый раз проводить этот Уфа-форум, наверное, если бы в итоге мы его провели, он был бы не таким, как сейчас. Мы бы не узнали, что Уфа-форум настолько нужен молодежи. И потом, когда вот он был отменен, далее он все-таки сейчас проходит здесь, он проходит даже лучше, чем мы тогда запланировали. Я вижу то, что Уфа-форум удался на глазах людей, которые вот именно благодарны, на глазах той молодежи, которая выходит из аудитории вдохновленной, с новыми идеями новых проектов. Нужно эту атмосферу прочувствовать. Здесь великолепная атмосфера, очень теплая, очень, я бы сказала, плодотворная. Организаторами Уфа-форум являются прогрессивные молодежные объединения Башкортостана и других субъектов России. В их нелегком труде помогали волонтеры. Айзера, скажи, с какими трудностями вы сталкивались? На самом деле трудностей не было, потому что собралась очень большая и дружная команда волонтеров, так что очень легко работать вместе с ними, и я очень рада, что оказалась здесь. Волонтер помогает всем, а кто помогает волонтеру? На самом деле, я, как уже сказала, волонтеров очень много, мы везде успеваем, поэтому
как бы друг другу помогаем. Все были задействованы вокруг этого мега полезного форума. Главная победа этого форума в том, что впервые башкирская молодежь собралась, чтобы создать почву для создания реальных проектов. Это не пустые разговоры, это не лозунги, это не популизм, это реальная работа в течение 3 дней, которая проводилась, и по результатам которой появятся проекты, которые сделают пользу не только для инициаторов проекта, а в целом для тех людей, для того окружения, которое этот проект затронет. Уфа, Акяр. Раевка, Асы. Оренбург. Вот из этих регионов, городов, районов и сел приехали наши участники. Да, охват Уфа-форума огромный. На площадке собрались более 100 молодых людей. Лекции, семинары, круглые столы, тренинги, встречи с медийными людьми, презентации образовательных программ и проектов. И все это за 3 дня. Понравился вообще состав спикеров. Тематика очень разнообразная, включая диетологов, как открыть свой бизнес, как разговаривать на публике и прочее, прочее, прочее. Также понравился регламент. То, что все было четко, все было вовремя. Еще хотелось бы отметить то, что хорошая площадка для молодых стартаперов, еще совсем юных. С некоторыми я познакомилась, им вообще даже нет и 15 даже. Это очень забавно, очень интересно. Поэтому думаю, что как можно чаще нужно проводить такие форумы, потому что это действительно поднимает градус нашего общества, молодежного такого. Вот, и здорово, я очень рада, спасибо. Мерхаба, Уфа-форум. Какие впечатления? Очень классные впечатления. То есть организаторам, тем, кто организовал, тех, кто участвовал в организации, всем огромное спасибо. Потому что я учусь в Турции, я приехал сюда, можно сказать, чисто ради из-за форума. И когда первый раз не успел, то есть его не провели не в стандартном виде, я расстроился, конечно, но сейчас очень рад, мне очень понравилось. Я думаю, что этот форум должен быть каждый год, то есть в обязательном порядке, традиционно. То есть мы нуждаемся в таких форумах. Вадим, а ты куда готовишься? Хочу попробовать себя в роли спикера. Ну, тебе, конечно, рановато, но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. На Уфа-форум были приглашены известные спикеры не только из нашей республики, но и со всей России. Мы выбирали спикеров авторитетных, экспертов в своих сферах, будучи уверенными в том, что они действительно знают, как добиться успеха в той сфере, в которой они компетентны, для того, чтобы эти спикеры принесли максимальную пользу нашим участникам и нашему мероприятию. В основном темы были посвящены формированию в республике бизнес-сообщества нового типа. Развитие стартапов и IT-технологий. А что из услышанного и увиденного ты будешь применять в жизни? Мне очень понравились лекции по тренингам. Например, коуч-мастер вчера выступал, Сергей Качагин. То есть он говорит, как правильно позиционировать себя, да? То есть как правильно выступать перед публикой, как правильно, например, не бояться выходить, говорить свои идеи. Выступала девушка, она предлагала правильное питание. Такие проекты, например, как продажа творога, продажа различных башкирских продуктов, которые на самом деле сейчас очень актуальны. То есть участие в форуме мне очень нравится, и я много чего нового для себя узнал. Были спикеры, которые не смогли приехать. Но организаторы нашли решение. Они организовали прямые включения из США и Германии. Важно то, что ребята записывали все и были полностью погружены в темы. Как воспринимают вашу тему участники? Настороженно, потому что о бизнесе говорят обычно, что это клево, легко и просто. Я говорю, что это сложно, что там есть масса нюансов, и бизнес нужно учиться. Каждый тезис, о котором я сегодня говорил, это то, что прошло через нас за последние 10 лет. Какая отдача исходит от участников? Кто-то засыпает, потому что это не его. Не так
чьи-то глаза горят. На самом деле, если там 3-4 человека услышат меня и к вопросу о создании собственного бизнеса подойдут осознанно, вдумчиво, проявят должную бдительность и осмотрительность, я думаю, это очень будет хороший результат. Это же понятно, что эта лекция, она не популярная, это не там тайм-менеджмент или там какое-то целеполагание или еще что-то, да, что можно использовать в личной жизни. Это только для тех, кто задумался о том, чтобы создать свой бизнес. Вот. Там из аудитории, может быть, 3-4 человека было. Надеюсь, что они меня услышали. Руслан, скажи, какие знания ты получил за эти 3 дня? Поскольку я занимаюсь сам предпринимательской деятельностью, мне интересна именно бизнес-тематика. Было очень много интересных профессиональных спикеров, и больше всего я обратил внимание на темы, связанные там, как развивать бизнес, там, социальные сети, пиар, истории, так сказать, успехов и работ, как работает и достигает там каких-то результатов реальные предприниматели. Вадим поет песню про национальный напиток. У нас кумыс-брейк, друзья. Необычное название со стандартным проявлением. На кумыс-брейке я впервые. В принципе, здесь все так же, как и на кофе-брейке, только вкуснее. Кумыс дает силы и бодрость духа. Заряжает мозги, я бы сказал. Впечатления о форуме у меня остались положительными и позитивными. Я вынесла для себя много нового и интересного, хотя хотелось бы оставить больше времени на лекции, потому что для меня полчаса — это, наверное, какой-то маленький промежуток. Я знаю, что это проводилось первый раз, этот форум в Уфе. Надеюсь, на следующий год будет больше времени и будет и больше дней на форум. На каком уровне сейчас находится кинематограф нашей республики? На каком уровне? Я об этом буду говорить там. Для этого у меня 45 минут, и в одном предложении я не могу поставить отметку. Он такой, какой он есть, к чему мы пришли. Очень много проблем, которые надо решать. И вот год кино, мне кажется, как раз было бы удобно решить. Не только праздновать, веселиться, смотреть фильмы, но и работать, решать проблемы, которые существуют в кинематографе Башкортостана. Те же законы условия этих фильмов Что из записанного и услышанного ты будешь применять в жизни? Прежде всего, я хотела бы применять такие темы, как искусство общения, искусство убеждать, красиво говорить. Так как являюсь преподавателем английского языка, я понимаю, что очень важно уметь убеждать людей, то есть говорить красиво, потому что это является очень важным навыком, умело общаться с людьми, то есть красиво говорить. Первым делом я бы хотела, конечно же, прийти домой и, собрать все, что мы здесь прошли, и в дальнейшем применять в своей преподавательской деятельности. Очень много интересных вопросов было. После лекции ребята подходили, делились мнениями. Обсуждение сейчас продолжается. Обмениваемся контактами и будем в дальнейшем, конечно, работать по этому вопросу. Какие цели вы ставили перед лекцией? Перед своей лекцией, то есть на тему повышения человеческого кадрового потенциала, я оставил, чтобы больше привлечь внимание к этой проблеме, потому что мы в республике впервые поднимаем этот вопрос, хотя на самом деле повышение человеческого кадрового потенциала, он фигурирует во многих местах, но непосредственно именно к сельской местности, где нужны необходимы совсем другие механизмы, совсем другие технологии, мы поднимаем это впервые, и за это основная цель лекции была, чтобы привлечь больше внимания и привлечь больше активистов для разработки проектов. Вадим, слышишь, как будто пчелки жужжат. На самом деле, это у Марта началось. У Марта? Да-да, у Марта. Это творческая мастерская проектов. В переводе с башкирского означает улей. У Марта, потому что, во-первых,
люди, которые занимаются проектами, стартапами, это очень такие трудоспособные люди, и они большую пользу обществу приносят. Да, пчелки такие. И плюс, когда люди работают вместе в одном пространстве, в информационном пространстве, на одной площадке, когда есть вот это бесконечное взаимодействие между теми, ну, как бы единомышленниками, по сути, вот, это дает синергетический эффект, вот, и мы об этом как бы тоже не забываем. В рамках Умарты каждый желающий смог стать автором, участником и разработчиком абсолютно нового стартапа. Что мы делаем? Мы делаем формат корпоративных праздников. Гости приезжают к нам, человек 50, 100. Для них организовываются разные исторические тимбилдинги. Что такое? Приезжают гости, мы им показываем именно каких-то мифологических основах, прям, например, Урал-Батыр, и по нему делаем формат идеи, тимбилдинг, мы их окунаем именно в историю Башкирии. Мы уже буквально в октябре месяце это уже попробуем, опробируем его здесь, в Уфе, с одной из организаций. Мой проект связан с современной башкирской одеждой с этническими элементами. Всего было представлено 16 проектов. Их оценивали знатоки, эксперты из разных отраслей. Вадим, а какой проект понравился тебе? Очень сложный вопрос, ведь каждый проект уникален. Согласна. Созрела идея именно на форуме. Инновационный метод продажи башкирского меда. То есть вот башкирский мед – это бренд. То есть это уже зарегистрированная торговая марка. Это очень качественный продукт. Его можно позиционировать совершенно по-другому. То есть это различные методы, например, упаковки, различные методы продажи, которые можно использовать. То есть из меда можно готовить много разных продуктов. Я бы вот очень хотел, чтобы наш башкирский мед, он был, например, как таким же брендом, как швейцарский шоколад, к примеру, или швейцарские часы. Было бы очень здорово. Главный победитель будет выбран экспертами, 30 тысяч рублей. Это не так много по меркам мероприятий такого формата, но это не последнее мероприятие. Проект у нас достаточно масштабный. Решили создать сайт, информационно-образовательный сайт о башкирах, башкирской культуре, истории, взаимоотношениях, традициях, как бы с целью популяризации, аккумуляции вот этой информации на эту тематику. А у вас большая команда? Да, большая такая, из регионов, из Башкортостана, очень дружно, быстро собрались, ну, как бы, такие патриоты. А если вот вы не получите 30 тысяч, как вы думаете, ваш проект будет жить? Я думаю, да, будет, потому что проект очень интересный, мы прям все так зажглись, уже ночью не спали толком, работаем, да, очень интересно. Меня больше всего радует то, что ни один из участников не остался без внимания. Самое главное, с пустой головой, ведь мнение экспертов, их критика позволит ребятам совершенствоваться и дальше продвигать свои проекты. Многие ребята подтянут английский язык, потому что они выиграли сертификаты на бесплатное обучение. А кто-то окунется в мир виртуальной реальности. Скажите, какая у нас сейчас молодежь? Молодежь у нас перспективная, безусловно, образованная, умная, генерирует много идей, которые я сегодня услышал. Очень интересные идеи, и если вот они будут вкладываться, если в них будут вкладываться, они, безусловно, выстрелят. Это наши завтрашние стартапы, наши завтрашние компании. Я как представитель IT-сектора слушал именно IT-направление, а в IT выстреливание, скажем так, проекты это занимает несколько месяцев. То есть при грамотном менторстве, при грамотном подходе, при поддержке этих людей мы через несколько месяцев получаем от идеи продукт и рабочие места. Но мне кажется, что реализация своей идеи сейчас это самое главное. Ты прав, но самый важный вопрос в реализации – это финансирование. И сразу 2 проекта выиграли по 30 тысяч рублей. В Уфе проводится много мероприятий, и нельзя за всеми уследить. И мы собираем в одном сайте все мероприятия, и люди смогут искать по своим интересам себе мероприятия. Скажите, вот после финансирования, как будет дальше продвигаться ваша работа? Мы рассчитываем добавить новые функции
хотя бы реализовать поиск, и фильтрацию и так далее. Также мы рассчитываем, у Google есть ограничения на запросы, и их надо будет обходить, это очень дорого, и поэтому, возможно, будем внедрять другие сервисы, например, Яндекс, Yahoo и так далее. А также нам предложили рекламу, также очень интересно, как раз будет куда вложить деньги, если будет финансирование. Замечательно, отлично. Счастливо. Сначала мы соберемся, обсудим, далее концепцию еще раз разработаем лучше, и тогда мы уже начнем делать, то есть контакты найдем, потихоньку будем продвигать уже про наш продукт через интернет. Наш проект называется Кей, с башкирского переводится как «Одевайся». Мы хотим создать современную модную башкирскую одежду, не башкирскую, она ориентирована на широкую массу, но именно с сохранением ДНК именно башкирской культуры, то есть орнаменты, какие-то элементы. За ночь мы придумали вот этот весь проект. То есть мы, конечно, до этого все занимались чем-то, но мы каждый в разном направлении. Каждый были свои За идеи ночь мы объединились, сделали команду, сделали все то, что вы увидели. Самые острые вопросы, Самые резкие ответы. самая темпераментная молодежь. Собралась на круглый стол. Сюда собрались все, кому важно развитие общественных организаций. Такая форма общения была выбрана для того, чтобы каждый мог высказать свою позицию. В рамках форума мы изначально запланировали проведение круглого стола для общественников, работа которых проходит на территории Республики Башкортостан и соседних субъектов. И основной посыл – это добиться договоренности о взаимодействии после проведения УФА-форума. Никто не оставался в стороне. Думаю, это правильно. Надеюсь, что после таких мозговых штурмов жизнь молодежи, точнее жизнь всей республики, станет еще насыщеннее. На этом круглом столе мы обсудили точки соприкосновения, а также обсудили методику, по которой будет проходить дальнейшее взаимодействие. А также уже начали составлять календарь мероприятий, который будет, несомненно, пополняться. И я думаю, что после нас ждет ряд совместных и очень интересных проектов. Весь интернет заполнен информацией о данном мероприятии. А ты следишь за хэштегом УФА-форум? Кстати, по нему можно найти и наш репортаж. В соцсетях мы начали работать уже несколько недель назад, то есть еще до проведения форума, даже до августа, наверное, начали работать, а потом у нас вот НеоФа-форум освещался. Позже приступили к самому форуму освещению. Вот. Скажи, пожалуйста, сколько дней и ночей ты провела за ноутбуком? Ой, это я даже не смогу, наверное, сосчитать, потому что я уже сбилась со счету. И все ребята, которые работают у нас в пресс-центре, они большие молодцы, потому что мы все не можем посмотреть вот эти лекции, но должны их вовремя освещать и работать оперативно. Как говорят организаторы, все, кто был на УФА-форум, стал частицей пресс-службы мероприятия. Ведь все соцсети – ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники – пестрят фоточками и видеоотчетами о форуме. Мы постарались сделать так, чтобы о нашем форуме узнали все, и не только в Уфе, но и в соседних регионах. Из-за сжатых сроков, я считаю, задачи не до конца выполнены, но все-таки кое-чего нам удалось добиться, и очень порадовал именно резонанс общественности, который мы получили. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что у вас не получилось? У нас не получилось привлечь участников из региона Свердловская область, там и более северные районы. И если посмотреть на запад, тоже там есть места компактного проживания башкир, и вот мы не успели до них достучаться. Мы не успели привлечь супермедийных лиц, как мы планировали. На следующий форум мы пригласим этих людей, и тогда сделаем настоящий там вау-эффект. Мы с Айзелёй в своем получасовом репортаже стараемся максимально выразить все эмоции и впечатления. Однако эфир не резиновый, поэтому всех участников, спикеров, организаторов вы можете найти по хэштегам. Ну, как организатору мне он был полезен в том, что сейчас образовалась новая семья УФА-форум, целое сообщество. Это не только организаторы, это и те ребята, которые пришли сюда послушать и получить новые знания. В принципе, мы
выросли, так считаю. Ну и для меня приятно то, что мы стали более опытными в плане организации мероприятия и познакомились с такими прекрасными людьми, например, как вы. И немаловажный момент. Полное выступление всех спикеров можно найти на канале YouTube Уфа-форума. Эльвира Ринатовна, скажите, как вам общение с молодежью? Очень позитивно. Вообще формат, конечно, здоровский, потому что когда придумано самой молодежью, когда это исходит из ее потребностей, получается намного лучше, когда молодежь заставляют, да? И поэтому здесь сделали этот принцип форума не надо делать форум, а хотим делать форум, да? И вот захотели и сделали. Как растормошить неактивную молодежь? Когда приходят взрослые, говорят, давайте, взрослые, имею в виду там органы государственной власти, да, или там как, по каким-то директивам спускаются, это одна история, да, она придет, молодежь там со скучающим видом, выполнит роль статиста и уйдет, а мы-то все-таки хотим, чтобы они вовлекались в эти проекты. Теперь уже от самой молодежи зависит, от тех, кто здесь сидел, насколько они сейчас дальше донесут идеи форума, насколько смогут зажечь этих людей. Но в этом-то, наверное, их и профпригодность. Если они лидеры общественного мнения, они должны сделать вот так, и за ним сразу должны пойти и сказать, мы с тобой, мы будем этот проект делать. Да, мозги кипят. Столько информации за 3 дня. Желаем вам не расплескать новые знания. И срочно применить их на практике. Уфа-форум говорит пока. Пока, Уфа-форум. Уфа-форум и Кеминда Уналте Хаубу. Увидимся в следующем году. Пока, Уфа-форум, до новых встреч. До скорых встреч, Уфа-форум. Ищите нас по хэштегам Уфа-форум, Тамыр и Гаратау. Пока-пока. Пока.